Уважаемые участники, рада вас приветствовать на очередной сессии. Наша сессия будет посвящена макроэкономическому развитию в Кыргызской республике. Постараемся затронуть наиболее актуальные темы, которые стоят сейчас перед экономикой Кыргызстана, и приглашаем к выступлению наших уважаемых докладчиков. Сегодня у нас будут из ключевых институтов, представляющих экономическую политику, с Министерства экономики, с Национального банка и из исследовательских институтов. Позвольте представить вам докладчиков. Эрмек Аширов, начальник отдела стратегического планирования Министерства экономики, который осветит нам вопросы по зеленой экономике, перспективы Кыргызстана в этом направлении. Как вы знаете, по зеленой экономике сейчас во всем мире очень активно развиваются сами направления развития. Источники финансирования являются одним из ключевых вопросов. Да, и в этой связи Министерство экономики, которое является флагманом в этом направлении, спасибо вам большое за то, что поделитесь своими наработками в этом направлении. Всем здравствуйте. Спасибо большое за представление. Да, конечно. Других участников и озвучу формат нашей сессии. Затем у нас будет выступать Чолпон Шаршимбаева, эксперт отдела экономических исследований Национального банка по вопросам банковского кредитования и влияния на денежно-кредитную политику. И рада также вам представить следующего докладчика. Это Салима Бекбулотова, PhD-студент Ума University в Германии, с темой по оценке влияния региональной интеграции на торговлю. Да? Формат у нас 20 минут доклада, вопросы-ответы. Затем предлагаю вначале выступить всем докладчикам, и затем уже мы будем дискутировать. Да? Прошу, спасибо вам большое. Эрмек, слово вам. Коллеги, здравствуйте. Очень приятно, что именно в таком формате уделяется внимание вопросам зеленой экономики. У меня сегодня презентация. И мы тоже хотим такой формат, это, наверное, больше будет не доклад, а информирование, что мы достигли. Ну и в любом случае, если у вас будут вопросы, мы всегда готовы ответить в конце. Можно будет презентацию запустить? Следующий, пожалуйста, первый. В рамках зеленой экономики у нас имеется концепция Кыргызстан страна зеленой экономики, которой держателем является Чулхок Гнеш. Далее в рамках его реализации была разработана программа развития зеленой экономики, в которой были определены 7 стратегических направлений. Но сейчас вы видите то, что было заявление нашего руководства в Глазго, то есть достижение углеродной нейтральности, это в рамках Парижского соглашения. Следующий слайд, пожалуйста. Как вы видите, здесь мы определили 7 направлений стратегических, которые мы должны развивать. И снизу показаны 4 кросс-секторальных направления сквозных. Это устойчивое финансирование, фискальное стимулирование, устойчивые госзакупки и повышение потенциала. Здесь хочу отметить, что Министерство экономики является уполномоченным госорганом по развитию зеленой экономики, но секторальные направления ведут другие госорганы. Допустим, по промышленности это принадлежит нам, по энергетике это Минэнергетики, отходы это, допустим, Минприроды, то есть по принадлежности. Да, мы ведем общую координацию, куда мы должны идти. Но у нас очень интересно, сейчас мы упор делаем на устойчивое финансирование и фискальное стимулирование. Я хочу привести пример. Допустим, скажем откровенно, что очень трудно продвигаться одинаково по всем направлениям. Мы больше упор делаем на те, которые дают наиболее быстрые эффекты в краткосрочном периоде. Можно будет следующий вариант?
И одним из, ну, как вы видите, это мы через фискальное стимулирование сделали, скажем так, ряд действий, которые были направлены на стимулирование именно электромобилей. Эту политику мы начинали в 2019 году, мы разработали дорожную карту. В рамках него мы уже утвердили стандарты для зарядных станций. И одна из задач была достижение нулевой таможенной пошлины в рамках ЕС. И также одним из задач было, чтобы мы сделали стимулирование в части освобождения от НДС на электромобили. Это все было сделано в 2020 году, как раз-таки перед пандемией, получается. И очень интересно то, что это эффект мы увидели через год-полтора. Потому что если посмотреть динамику, то, допустим, в 2019 году было всего лишь там 20-25 электромобилей завезено. В 2020 году это было около 100 электромобилей. В 2021 году уже 200, а вот именно в 2022 году уже около 900 электромобилей. То есть динамика положительная, но в общем количестве это, конечно, ничто. Но если посмотреть по таким показателям, как темп роста и темп прироста, это прям сумасшедший рост идет. То есть вы должны понимать, да? Здесь. Если смотреть концептуально, то Кыргызстан очень идеально подходит для имплементации этой политики зеленой экономики. И почему, если даже брать примеры энергетики, то у нас 90% электроэнергии вырабатывается через ГЭС. Это считайте, что она условная зеленая энергетика у нас уже имеется. Вопрос стоит в том, что мы должны повышать наши мощности и генерирующие, особенно в частности, через ГЭС, через малый ГЭС, через ветровую и солнечную энергетику. Это наши приоритеты на будущее развитие. Почему электромобили? Просто я, наверное, отойду от темы, чуть расскажу историю такую, как Крылычак Кострома, да? В 2019 году были специалисты из АБР. Они как раз таки проводили здесь реабилитацию наших энергетических установок на Тохтогольском БЭС. И один из их ведущих специалистов попросил встречу. И как раз таки на этой встрече он нам объяснял, что именно электромобиль является очень положительным эффектом для развития зеленой экономики, потому что, как он объяснил, расстояния между городами в Кыргызстане, они не очень большие. И это очень идеально подходит для электромобилей, потому что, допустим, если брать Казахстан, там очень длинные такие расстояния, и это будет для них тяжеловато. То есть они должны каждый ставить зарядные станции. А в Кыргызстане, тем более с учетом того, что электроэнергия самая дешевая в мире, то это просто, говорит, идеальное условие для развития электромобилей. Но с другой стороны, остается очень таким вопрос, что цена на электромобили очень дорогая на текущем этапе. И вторичный рынок пока еще нету по электромобилям. Вот это проблема, которая пока еще будет как бы наращиваться. Следующий, можно будет слайд? Ну, вот плюсы электромобилей, которые мы видим, мы здесь, конечно, упустили момент, что электромобили, скажем так, почему у нас не развивается энергетика? Вот вопрос сидящим есть предположение или задумки. Почему у нас энергетика не развивается? У нас есть такой потенциал. Мы используем только 10% от нашего потенциала по энергетике. Почему мне оно не развивается? Очень, вы прям правильно сказали. Люди сейчас просто не готовы, потому что я знаю, что очень много недовольства за любое повышение электроэнергии. Плюс еще есть большие долги. Североэлектро, по-моему, имеет большие долги за электроэнергию. То есть происходит потребление, но люди не выплачивают. Или люди, или какие-то домохозяйства. И все это приводит к тому, что у нас гидроэлектростанции в плачевном состоянии. И мы не можем развивать
технологий, но я хотела вот уточнить, у меня такой вопрос возник, когда мы разговаривали с коллегой насчет того, что вот зеленые технологии, то, что мы хотим развивать электромобили, но в наших реалиях того, что мы не добываем электроэнергию от ветра, от солнца, и чаще всего мы добываем электроэнергию вот это гидроэлектростанции, они же тоже Токтагульский ГЭС, это же все за счет воды, то есть это тоже очень энергозатратно. Насколько это экологично в наших реалиях? Или же нам сейчас нужно в большей степени обратить внимание на модернизацию вот этих гидроэлектростанций, либо же тоже, как вы уже отметили, приоритетные отрасли развивать, и добывать электроэнергию за счет ветра, либо солнечные батареи. Оптимально. Ну, я, наверное, отвечу так, что да, вы правильно ответили, что один из барьеров – это низкая стоимость на электроэнергию. Просто никто не заинтересован вкладывать такие большие средства, когда цена очень низкая. Это первое. Второе, мы видим связь между транспортом и сектором транспорта и энергетики, потому что самое интересное то, что цену на электроэнергию именно для электромобилей вы можете поднять. Вот момент, да? Вы можете поднять, и это становится привлекательным для инвестиций. То есть, если сейчас, допустим, 70 тынов стоит за киловатт-час, да, и для населения, и для промышленных где-то 2,25, то для электромобиля вы можете поднять до 3-4 и даже до 5 сомов, и даже тогда она будет экономичная. То есть, сравнительно, если так брать, то, условно говоря, это будут расходы, грубо говоря, на 1 километр 1 сом, 1,5. То есть, получается, здесь же уже нужно будет разделять, да, электроэнергию, строить вот эти вот как бензоколонки, Зарядные станции. устройства, и там уже отслеживать, более увеличить стоимость. Да, один из вариантов. Давайте вопросы после доклада, да? Да, я закончу, просто это был вопрос. Да. Следующий слайд тоже будет? Да, вот еще хотел бы отметить, что одним из больших барьеров в развитии именно этой политики было то, что, как вы знаете, мы находимся в ЕС, и там по ставкам ЕС, таможенным пошлинам, там идет 15% от стоимости на электромобили. То есть это значительно удорожает привоз. И мы очень долго бились с нашими коллегами, партнерами, но ни в какую не хотели. Да, вот прям встали в стойку и не получалось. Это был один из таких ключевых моментов для развития именно этого направления. Но, скажем так, в условиях глобальной неопределенности и некоторых событий, не будем указывать каких, но это повлияло на изменение позиции. И у нас есть нулевая ставка на пошлину на электромобили, на ввоз. Да, но мы перешли на квоты. То есть, допустим, на 22 год там 5000 единиц, на 23 10 тысяч единиц. Но даже это мы считаем хорошим достижением, потому что динамика пока только-только начинает увеличиваться. Можно будет следующий слайд? Как видите, это потенциал, который у нас имеется и который мы должны будем реализовывать. Сейчас, к сожалению, пока нет у нас ни ветровой, ни солнечной, но у нас имеются проекты. Сейчас вопрос стоит в нахождении инвесторов именно солнечные. Там 2 проекта у нас имеется. Мы надеемся, что этот вопрос решится в ближайший год-два, 1,5. Следующий слайд, пожалуйста. И одним из краеугольных направлений зеленой экономики, это, как вы знаете, является энергоэффективность и энергосбережение. То есть вопрос такой, что Госстрой, он как ответственный полномочный орган в области строительства, они уже выпускают аудиторов, которые контролируют, смотрят на энергосбережение зданий, они их проверяют, насколько они соответствуют нормам. Они уже появляются, и мы уже скоро надеемся, что Госстрой будет пересматривать свои СНИПы, которые еще с тех советских времен идут, потому что появляются новые материалы строительные, у которых, скажем так, обладают более высокими характеристиками по энергосбережению. И
ресурсной эффективности. Можно будет следующий слайд, пожалуйста. Как видите, еще один фактор, то, что зеленая экономика развития, как вы знаете, государство со своей стороны, оно должно обеспечивать четкие правила игры и создавать условия для развития. Но уже частный сектор, он уже должен, он является драйвером перехода именно принципа зеленой экономики. Потому что, когда я говорю про электромобили, их завозит частный сектор. Мы создаем условия. Они уже сюда заводят, ну и, конечно, соответственно, они и зарабатывают на этом. Но при этом создается, скажем так, увеличивается количество электромобилей, плюс еще зеленых технологий. Следующий слайд. То, что вы видите на экране, это проходит в части популяризации зеленой экономики, потому что, допустим, в городе люди более-менее слышали и знают в той или иной мере, да, что есть политика по зеленой экономике, и мы ежегодно проводим форум в ноябре, форум зеленой экономики. В этом году мы хотим его вывести на региональный уровень, чтобы совместно с бизнес-ассоциацией GIA, чтобы представители именно бизнес-сектора из Казахстана, Узбекистана, плюс представители госорганов пришли и поделились опытом, как у них идет этот процесс. Один из моментов то, что, знаете, когда мы говорим про зеленую экономику, в Министерстве экономики этим занимаются только 2 человека. Одна из проблем, почему у нас мы так медленно двигаемся, потому что у нас не хватает кадрового потенциала. Мне кажется, это повсеместная проблема, которая сейчас существует. До этого занимался только 1 человек. Да, но знаете, что интересно, что когда мы говорим про зеленую экономику, понимание у разных стран разное. Но, скажем так, европейцы их смотрят больше через призму климата. Мы смотрим через призму экономики, потому что мы считаем, что зеленая экономика – это та концепция, которая базируется на 3 основных постулатах равнозначных. Это окружающая среда, это зеленый экономический рост и социальная справедливость. Сейчас одним из задач, которые стоят перед нами, это привлечение зеленого финансирования именно в банковский сектор. Мы сейчас по этому вопросу начинаем работу с Национальным банком, потому что очень важно привлечь эти ресурсы в банковский сектор, потому что это даст возможность населению приобретать зеленые технологии, улучшать свое жилище, свои условия и даже приобретать электромобили на более длительный срок, потому что, как вы знаете, сейчас у нас кредиты условно дорогие, 18-20% на 3, максимум 5 лет, это очень трудно. Тогда как зеленое финансирование позволяет банкам и финансовым учреждениям кредитовать население, малый и средний бизнес от 6-7 лет до 10 лет. Процентные ставки могут быть от 7 до 9-10%. Это очень важно, это даст, скажем так, очень хороший импульс именно для финансового сектора. И сейчас у нас очень важно стоит вопрос по созданию зеленой таксономии, потому что именно таксономия является тем, скажем так, руководством, когда можно определить проект, является ли он зеленым или не зеленым, либо условно зеленым. И это должно быть руководством для финансового сектора. То есть такие задачи стоят перед нами. Мы надеемся, что следующий год будет прорывным в части продвижения принципа зеленой экономики, потому что очень много проблематики, барьеров, также есть непонимание и понимание и руководства, и в части населения. Но я думаю, если бы все получалось как по маслу, то было бы, наверное, неинтересно. Потому что всегда что-то новое встречает всегда барьеры. Надеюсь, вы, наверное, все видели фильм «Человек, который изменил все», когда он применяет
совершенно новый метод, в принципе, это меняет всю игру. И также зеленая экономика, если мы ее полностью применим, то она изменит правила игры, мне кажется, именно в нашем регионе. Всем спасибо. На этом я свой доклад заканчиваю. Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить. Спасибо вам большое. Очень такой содержательный и заставляющий задумываться доклад. Да. Предлагаю перейти ко второму докладу. Вначале выступить со всеми докладами и затем уже сессия вопросов-ответов. Для второго доклада приглашаю Чолпон Шимбаеву. Чолпон, проходите. Да, где вам? Да. Угу. Чолпон выступит с докладом влияния канала кредитования на денежно-кредитную политику. Как я уже говорила, Чолпон – эксперт в Национальном банке, выпускник Цюрихского университета технологии. Прошу, слово вам. Все. Добрый день, уважаемые гости и участники конференции. Меня зовут Чулпон. Еще ближе. Меня зовут Чулпон. Я, как меня Гульнур уже представила, Айдарбековна, я эксперт в отделе интеграции экономических исследований. И сегодня я хочу вам, можно и конференцию, рассказать о своем исследовании, над которым я в данный момент работаю. Исследование еще не завершено, но в процессе, поэтому ваши замечания и рекомендации будут очень полезны, если они будут. Тема моей работы – роль канала банковского кредитования в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики в Кыргызской республике. В своей презентации я расскажу вам о… можно следующий слайд, пожалуйста? Расскажу вам о проделанной мной работе, об использованной литературе, также использованные данные, методологии и промежуточные результаты своей работы тоже упомяну. Можно к следующему слайду? В последние десятилетия вообще появилось огромное количество литературы о трансмиссионных механизмах, и наиболее традиционный из них характеризуется процентным каналом. Однако в литературе также имеется несколько других каналов трансмиссионного механизма. Это кредитный канал, который в свою очередь различается на узкий и широкий канал. Канал банковского кредитования представляет собой узкий канал, и я буду он представляет собой особый интерес в моем исследовании. Канал, в отличие от процентного канала, который функционирует через спрос на кредиты банков, канал банковского кредитования представляет собой механизм, через который шоки денежно-кредитной политики передаются в реальный сектор через изменения в предложении кредитов коммерческими банками. И согласно Бернанке и Блайндеру, это основоположники определения кредитного канала, утверждают, что сдерживающая денежно-кредитная политика, она сокращает объемы резервов и депозитов банков, в результате чего коммерческие банки сталкиваются с уменьшением ликвидности и, следовательно, уменьшают количество доступных банковских кредитов. Целью моей работы является определить, функционирует ли канал банковского кредитования в Кыргызской республике. Также я оценю влияние банковских характеристик на эффективность трансмиссии. Можно следующий слайд, пожалуйста. Как я уже сказала, канал банковского кредитования был изложен Бернанке и Блайндером, и авторы в своей работе подтвердили, что ужесточение монетарной политики, ужесточение монетарной политики влияет на предложение кредитных ресурсов. Основная идея заключается в том, что Центральный банк проводит операции на открытом рынке, он изымает ликвидность, регулирует
регулирует ликвидность, и в условиях присутствия резервных требований ужесточение монетарной политики, когда увеличиваются объемы изъятия ликвидности, увеличиваются объемы изъятия ликвидности или же сокращаются объемы поддержки ликвидности. Коммерческие банки, это воздействует в первую очередь на избыточные резервы коммерческих банков, и они сокращаются. И вот для выполнения своих резервов, требований, банки вынуждены будут либо заменить часть своих депозитов, которые формируют базу резервирования, либо сокращают объем активов. Вот в этом заключается вся сама суть канала банковского кредитования. Изначально имеется два подхода к оценке каналов банковского кредитования. Более ранние исследования использовали агрегированные данные, однако эти данные были подвергнуты критике за неспособность преодолеть проблему идентификации. Проблема заключается в том, что когда наступает монетарный шок, невозможно определить, вызваны ли эти изменения в объемах кредитования изменениями в спросе либо предложении кредитов коммерческих банков. Поэтому для решения этой проблемы более поздние исследования используют данные на уровне коммерческих банков, так называемые панельные данные, панельный анализ проводят. И эти исследования, что я хотела сказать, при использовании второго метода, когда используются данные коммерческих банков, авторы данных исследований, они выявляют, что банки с различными банковскими характеристиками, такие как размер, ликвидность и капитализация, они в разной степени реагируют на изменения монетарной политики Центрального банка. И можно следующий слайд, пожалуйста. В своей работе я прибегла ко второму подходу. Я использовала данные коммерческих банков, 19 коммерческих банков в период с 2016 по 2019 года. У меня данные квартальные. Индикаторами монетарной политики это учетная ставка, ставка по депозитам овернайт, ставка 7-дневных нот НБКР, ставка по кредитам овернайт, по репо-операциям, средневзвешенная ставка кредитных аукционов. В качестве банковских характеристик я использовала размер ликвидности и капитализацию. Также дополнительными переменными я включила в свое уравнение рост ВВП, прирост инфляции, прирост обменного курса, уровень долларизации кредитного портфеля коммерческих банков. Также включена была эффективная переменная для банков с иностранным участием. Данную модель я оценивала с помощью обобщенного метода моментов, описанную Арилано и Бовером, так называемый System GMM. Можно следующий слайд, пожалуйста. Банковские характеристики были нормализованы относительно их среднего значения, согласно данным формулам. Все эти показатели... Так, можно назад, предыдущий слайд, пожалуйста. Значит, здесь в моем уравнении представляют собой интерес следующие параметры. Это параметры перед индикатором денежно-кредитной политики бета-2, также бета-2, также коэффициенты бета-5, бета-6 и бета-7, которые показывают общее влияние изменений денежно-кредитной политики на рост банковского кредитования. Я, наверное, опущу все эти тяжелые теоретические... Да, бета-6, бета-7 и бета-6. Так, мне по-моему. Да, там бета-6, бета-7, бета-8, да. Это коэффициенты интеракции монетарной политики и банковских характеристик. То есть они будут отвечать за то, что различные банки с разными характеристиками в разной мере будут реагировать на изменения денежно-кредитной политики. Или на индикатор в данном случае. Можно, пожалуйста, сразу тогда к результатам перейду. Да, в качестве индикаторов монетарной политики я использовала сразу несколько инструментов.
учетную ставку. То есть я попеременно вводила в уравнение эти индикаторы. Попеременно, и, в общем, сейчас будут еще результаты. Можно следующий слайд, пожалуйста. Следующий. По результатам. На графике представлена динамика изменений банковских показателей. Как видно из графика, совокупный объем активов коммерческих банков увеличился со 165 миллиардов сом в 2016 до 241 миллиарда в 2019. Общий объем кредитов также увеличился. Увеличился с 86 миллиардов сом в 2016 до 136 миллиардов в 2019 году. Следующий слайд можно, пожалуйста. В данной таблице у нас показаны результаты оценки. В качестве индикатора была использована учетная ставка. При попеременном включении банковских характеристик в модель я попеременно включала размер, ликвидность и уровень капитализации. Мы видим, что лаговое значение зависимой переменной остается для всех спецификаций статистически значимым. Это говорит нам о том, что прошлое кредитное поведение коммерческих банков влияет на нынешнее, на следующее. Вот. Однако, как мы видим, показатели монетарной политики во всех трех спецификациях остаются статистически незначимыми. Также показатели банковских характеристик также остаются статистически незначимыми во всех трех спецификациях. И интеракции. И когда при включении всех банковских характеристик в модель, мы видим, что они также продолжают быть статистически незначимыми. И такая же тенденция наблюдается при включении остальных индикаторов монетарной политики, других ставок. А на данный момент это свидетельствует о том, что наши банки Кыргызской Республики, они однородно влияют вне зависимости от размера банков, уровня капитализации и ликвидности, реагируют на изменения монетарной политики. Я исключила банки, которые потом были реструктурированы, то есть банки, которые потом, Чанган банк я исключала, которые потом, еще были исключены пару государственных банков. Вот. А DMM, она сама по себе предполагает, что количество выборки должно быть больше количества временной. Вот, поэтому в среднем... Foreign – это фиктивная переменная для банков с иностранным участием. Они реагируют на втором квартале? Quarter – это фиктивные переменные для периода. То есть у меня квартальные данные, поэтому я включала... То есть это означает, они реагируют да. во втором квартале, да? Статистика, значит. Да. На денежную политику, да? Нет, в качестве зависимой переменной у меня был рост объема кредитов коммерческих банков. Вот. Наверное, по результатам это все, поэтому результаты, они еще сейчас не окончательные, работа дальше ведется по данному исследованию, поэтому это вот промежуточные результаты моей работы. Можно следующий слайд. Как я сказала, это вот основные выводы на данный момент. И на этом все. Спасибо большое, Чолпон. Да, но вопросы мы давайте, как договорились, после всех докладов, да, вы себе где-нибудь пометьте. Поскольку здесь много студентов, хотела бы вот как бы резюмировать, да, немножко работу Чолпон. То есть в работе Чолпона отражена реакция коммерческих банков на действия Центрального банка. Как вы знаете, наверное, ключевым инструментом Центрального банка является ключевая ставка, и Чолпон попыталась проанализировать, как изменение ключевой ставки, то есть когда, да, ну вот у нас она называется, да, учетная ставка,
То есть, когда Центральный банк принимает решение о повышении либо о снижении учетной ставки, которая для нас является ключевой, как в свою очередь меняется предложение кредитов Да. на рынке. И вот предварительные результаты были нам представлены. Спасибо большое, Челпон. Следующим докладчиком представляю Салиму Булотову. Салима, пожалуйста, слово вам. Спасибо. Можно презентацию? Пока готовится презентация, я бы хотела сказать, что я нахожусь в очень затруднительном положении, потому что я ориентируясь на вчерашние сессии, я видела, что все это на английском языке, моя учеба, мое исследование тоже на английском языке, поэтому я готовилась презентацию на английском, но как я вижу, что 80% студентов не обучаются на английском, я попробую рассказать на русском языке. Нет, Салима, чтобы вам было Нет, да, комфортнее, нет. вы презентуйте на том языке, на котором вы готовили, на английском. Здесь у нас Давайте, переводчик, я все-таки... переводчики. У нас нету здесь англоязычных, и онлайн тоже я Мне не кажется, вижу. все, Нормально. да? Все, давайте. Да, хорошо. Меня зовут Салима Бекбулотова, я докторант второго года обучения в Лейбниц Институте развития сельского хозяйства в странах с переходной экономикой. Я являюсь стипендиатом УЦАДАТ стипендии на 4 года обучения, вот уже второй год. Я бы хотела представить свое исследование. Длинное название — это влияние вхождение в экономический, в региональный экономический союз на экономики стран, малых стран, и на примере вхождения в ЕС на Армению, на торговлю Армении и Кыргызстана. Мои супервайзеры — это доктор Надыр Дженебеков и профессор Томас Херцфельд. Следующий слайд, пожалуйста. Я бы хотела рассказать о своей мотивации. В 2014 году, как вы знаете, наша страна, были большие дискуссии по поводу вхождения в Евразес. Мы видели доклады разработчиков дорожной карты и так далее. Но на тот момент, будучи еще работая в институте, в университете, я не видела ответов на свои вопросы. Какие с научной точки зрения существуют проблемы, челленджи, да, для страны вот такой небольшой, как Кыргызстан. И в 2014 году я делала свою магистратуру в Венгрии под руководством отличного супервайзера, эксперта в области международной торговли. И я посмотрела на опыт других экономических союзов, таких как АСЕАН, Европейский союз и Меркосур. Посмотрела, как влияет на экономическую комплексность стран, например, в Европейском союзе, на Румынию, на Колумбию в рамках Меркосур и на Камбоджу в рамках АСЕАН. Вот, были разные результаты. Вот сейчас я вам чуть позже расскажу. Как вы знаете, сначала это был таможенный союз в 2010 году с целью для продвижения товаров и услуг, капитала и труда. И позже он, перешел в экономический союз, что это более высокая степень интеграции. Вот, для продвижения не только свободного перемещения товаров и услуг, но также и рабочей силы и капитала. Вот, и основная цель была повышение уровня жизни, экономической стабильности стран-участниц. Вот, если вы посмотрите на справа верхний график, то вы увидите, что общий экспорт Армении и Кыргызстана составляет менее 1% общего экспорта Евразес. Да, помимо, то есть Россия, Казахстан и Белоруссия составляет 99%. Ниже график показывает ВВП на душу населения, и мы действительно видим, что и Армения, и Кыргызстан являются страны с малой экономикой. Следующий слайд, пожалуйста.
Вот, еще во время магистратуры я сделала обзор литературы о том, что же может, каковы челленджи для стран с малой экономикой, и на самом деле не было такого очевидного ответа, что да, страна выиграет или нет, страна потеряет. Вот. И слева и справа в таблице я выписала те эффекты для экономики при вхождении в экономический союз. Среди положительных результатов это создание новой торговли, это когда увеличенная торговля превышает потерю между странами членами Союза, превышает потери с третьими странами. Почему потери? Потому что устанавливается единый тариф, более высокий, чем это было раньше, как правило. И почему увеличивается торговля между странами, участницами? Потому что устраняются все торговые барьеры. Вот. Но и в то же время новая торговля, созданная, может и не покрыть издержки потери торговли с третьими странами, поэтому это называется отклонение торговли, trade diversion effect. И другие, многие мы видим положительные эффекты, это и значит, улучшение технологии, это и повышение уровня потребления среди положительных сторон, это и так далее, да, и развитие новых индустрий, это и повышение эффективности производства. Что касается, наверное, больше интерес вызывал вопросы о том, какие проблемы могут возникать с вхождением. Помимо отклонения торговли, может быть и политическая vulnerability, да, макроэкономическая зависимость, ухудшение жизни, уровня жизни. Есть такое понятие low product trap. Это ситуация, когда бедная страна, менее развитая страна, входящая в экономический союз, она становится сырьевым придатком для более развитых стран данного союза. И circular causation effect — это тоже эффект, который страна была менее развитой, и вот она остается менее less developed консервирует свое положение. in a less developed country Следующий по в рамках conservates its position. и environmental damage. Мы понимаем, что прямые инвестиции не совсем заинтересованы в продвижении зеленых экономики, получения прибыли, и, соответственно, очень большой риск для загрязнения окружающей среды. Следующий. Можно сделать вывод по этому слайду, что если я вспомнить результаты, которые я делала на примере Румынии, Колумбии и так далее, то, что эффект case-specific зависит от случая, от других факторов, вот, и сейчас тоже будем изучать на примере Кыргызстана и Армении, что же послужило здесь причиной того или иного эффекта. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, целью моего исследования заключается в том, чтобы определить причинную связь между вхождением в экономический союз и торговлей Кыргызстана и Армении. Почему мы не взяли на уровень жизни? Потому что существует определенный временной лаг, недостаточно еще времени, 6 лет мы изучаем после вхождения. Поэтому мы решили, что наша зависимая переменная будет именно торговля, то есть это непосредственный эффект на торговлю. И гипотеза была о том, что региональный экономический союз приносит эффект создания новой торговли, то есть положительно влияет на торговлю малой страны. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, это методология.
Что я хотела сказать по методологии? Если возразиться во время моей магистратуры, я применяла современный на тот момент метод Synthetic Control метод. Вот, я хотела применить этот метод и в данном исследовании, но за несколько лет, значит, произошло много изменений, была и критика этого метода, были и developments, да, к этому методу. И один из новшеств к этому методу — это байесовский подход. На самом деле байесовский подход казуальный, да, и inference, он современный, он отличается от классического частотного подхода. По-другому байесовский метод называется probabilistic, да, approach. Вот. Но этот метод был предложен профессорами из университета Стэнфорда, MIT и университета Китая, и было опубликовано в Гарвард, в Cambridge University Press. Что, кстати, я хочу сказать студентам о том, что на самом деле все лучшие исследования, которые публикуются в топовых журналах, вы можете найти методологию доступно в GitHub. То есть все авторы, уважающие себя, они предоставляют все коды, они доступны, они, конечно, не полностью исчерпывающие, конечно, вы должны их проработать, доработать, дописать, но вы можете их использовать в исследовании, что я и сделала тоже. Наверное, я не буду долго уделять время данному слайду. Можно следующий. Но скажу логику этого метода. Он состоит из 3 шагов. В первом шаге, значит, происходит определение модели, определение параметра. Во втором шаге используется prediction of да, counterfactual. Сейчас я вам расскажу, как это визуально выглядит, вам будет понятнее. И в третьем шаге это диагностика и выводы. Следующий шаг, слайд, пожалуйста. Исходные данные. Что выключить? Ага. Зависимые, так как мы изучаем влияние вхождения в Евразес на торговлю, мы взяли индексы экспорта и импорта, еще есть ли? Экспорта и импорта, и также экспорта сельского хозяйства и импорта сельского хозяйства, и все мы взяли индексы из World Bank Development Indicators Database и из Fauststat. Covariates, на что мы контролируем, это 7 индикаторов, согласно там, теории of endowment, factor of endowment. Это GDP per capita, agricultural land, gross capital formation, population growth, FDI, price level ratio and rule of law. И donor pool для построения counterfactual, как это сказать? Я вам сейчас покажу это на слайде. Составляют 16 стран. По данной модели они должны быть похожи по своим экономическим, так или иначе, да, процессам. Мы взяли страны с переходной экономикой, мы взяли страны-соседи и Монголию, постсоветские страны, Монголию и Турцию. Вот, так или иначе подходящие, похожие на Армению и Кыргызстан.
Претритмент период у нас 19 лет с 95 по 2014, и тритмент период это с 15 по 20 год. Следующий слайд, пожалуйста. Можно следующий. Вот они основные графики этого метода. Еще раз хотелось бы сказать пару слов об этом методе. Как мы знаем, в казуальном, в causal inference, да, вот когда мы хотим выявить причинно-следственную связь, самый популярный, то есть не самый популярный, а единственный метод, который может определить, это randomized control trials. Это рандомизируемое, контролируемое испытание, да. Но так как в нашем исследовании это сложно сделать, значит, имеется возможность использовать квазиэкспериментальные методы. Вот что и есть Bayesian Synthetic Control. Вот мы можем посмотреть на слева графики верхнем, с период с 95 по 2015. Это динамика экспорта Армении и Кыргызстана. Вот. Это черная жирная линия. И эта модель, этот метод воспроизвел из этого пула стран, которые не были подвержены этому тритменту, да, то есть они не вошли в экономические союзы. Это те, которые вы увидели на предыдущем слайде. Из них средневзвешенная, значит, была построена линия вот в черточку, да. Получается, это counterfactual of true Армении и Кыргызстана. Что мы можем сказать? Что этот метод сделал идеальную траекторию динамики экспорта Кыргызстана и Армении. И, соответственно, что после 2015 идет, это эффект от вхождения на экспорт, на торговлю Армении и Кыргызстана. И мы видим, что жирная линия идет вверх, а линия в точку, она идет ниже. Это значит, что она показывает, эта линия в точку, это то, что могло бы произойти с Арменией и с Кыргызстаном, если бы они не вошли в экономический союз. И получается, что Кыргызстан и Армения, совместный эффект, он положительный. Справа это то же самое на импорт. Вот, и я не буду долго, сейчас, секунду. Значит, в таблице снизу вы можете увидеть, каков средний эффект в цифрах. Это, значит, имея данные исходные с 95% вероятности, мы можем сказать, что эффект от вхождения в экономический союз для Армении и Кыргызстана был положительным и находится в пределах 82 и 175 единиц. Соответственно, средний эффект – это 128, то есть положительный. Что касается влияния на импорт, то мы видим, что он не исключает нулевого эффекта. Следующий слайд, пожалуйста. Это графики. То же самое в этой же логике на влияние на экспорт и импорт сельского хозяйства. И внизу мы видим, что был положительный эффект на экспорт сельского хозяйства и неочевидный эффект для импорта сельского хозяйства. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Далее также мы сделали и индивидуальный эффект для Кыргызстана и Армении. У меня есть отдельные, если вы хотите посмотреть на графики для эффекта на Кыргызстан и Армению, но что мы можем сделать? Следующий слайд, пожалуйста. Это выводы. И следующий слайд. Еще.
Вот. И основные, что у нас получилось, результаты. Таким образом, мы получили положительный эффект на общий экспорт для Армении и Кыргызстана. Мы получили положительные эффекты для сельскохозяйственного экспорта Армении. Мы получили положительный эффект для Кыргызстана общего экспорта, но не на экспорт сельского хозяйства. И негативный эффект на импорт сельского хозяйства. И нет значимого эффекта на совместный импорт этих стран. Следующий, пожалуйста, слайд. И в заключение хотелось бы сказать, что мы подтвердили, значит, нашу гипотезу о том, что вхождение в экономический союз, интеграционный союз приносит положительные эффекты для стран. Однако эффект, он зависит от случая к случаю, и, как мы видим, эффект в Армении был более высоким, и существует несколько идей по поводу того, что же могло послужить этому, почему Кыргызстан получил меньший эффект. Это и в глубине самой экономической интеграции, как мы понимаем, что у нас есть проблемы. Было очень хорошее исследование у Могилевского. В прошлом году он представлял, говоря о том, что у нас даже не таможенный союз, потому что у нас есть очень большие проблемы на границе. Вот. Но, как я посмотрела, в Армении тоже есть проблемы, и они указывают это на границе с Грузией. Второй момент, который можно исследовать дальше, это Fair Border Statistics, статистика. Как мы тоже знаем, есть расхождения значительные, и один из таких ярких примеров – это когда статистика экспорта и импорта Китая и наша, да, за 20 лет там пишут, что там миллиарды долларов. Реэкспорт, экспорт competition, возможно, зависит от того, что есть конкуренты экспорта, и действительно я начала уже это исследовать. Армения является топ-5 экспортером сельскохозяйственной продукции, входит в топ определенных категорий в Россию, а Кыргызстан, он не является каким-то, у него нет определенной ниши, да, есть другие экспортеры этой продукции. И последнее – это комплексность экспорта, и тоже можно это обсудить, если есть заинтересованность. Спасибо. Спасибо большое, Салима. Действительно много пищи для размышления, да, исходя из исследований, поэтому призываю участников, у кого есть вопросы ко всем 3 докладчикам, прошу, у нас сейчас как раз есть такая, да, возможность. Добрый день, меня зовут Колумбек, студент Кыргызско-Турецкого университета МАНАС. У меня, собственно, вопрос к Министерству экономики Ермек Каширова. У меня, собственно, возник вопрос в связи вашей презентации. Вы сказали то, что Министерство экономики занимается управлением и регуляцией, собственно, других органов. Не управлением, а координация. Координация, извините. Координации. Вот. Вы подчеркнули сферу автомобильной торговли, собственно, в Кыргызской республике. Электромобили, если уточнить. Вот. Собственно, другие органы, к примеру, сельское хозяйство, производство, также хотелось подчеркнуть переработку продуктов и отходов. Вот. В этих сферах какие, есть движения к пути зеленой экономики? Спасибо большое. Ну, я скажу так, в части сельского хозяйства больше упор делается на развитие тепличного производства. И плюс в части удобрений, чтобы они были менее влияли на качественные характеристики продукции. И потому что, знаете же, когда если идет завоз, допустим, в Европу или там в такие страны, развитой экономики, у них есть свои стандарты требований продукции. И там уже, допустим, есть перечень, где те или иные удобрения уже не рассматриваются.
Вопрос стоит такой, что, допустим, Минсельхоз в своей работе, они уже должны запрещать ввоз таких удобрений и переходить на более экологичные, с наименьшим, да, воздействием, но при этом обладающие теми же самыми характеристиками. С нашей стороны мы используем только инструмент фискального стимулирования. Допустим, если мы говорим про технологию капельного орошения, она завозное же, соответственно, она, получается, облагается и НДСом, и на таможне ставки. Вот мы работаем в этой части, чтобы именно освободить этих от налоговых выплат, чтобы потом, ну, знаете, сейчас мы разрабатываем проект постановления, что мы эти все технологии вводим в реестр, где они будут освобождаться от НДС, но мы должны смотреть эффект, потому что предприниматели, хоть они и драйверы, но у них стремление максимизировать свою прибыль. И не было такого, чтобы они эту разницу взяли и себе в карман положили. То есть мы будем смотреть и постараемся отследить, чтобы именно ту часть, которую мы освобождаем, чтобы это отразилось на цене для конечного потребителя. И мы будем его каждый год, наверное, пересматривать, действительно ли это влияет, либо есть ли эффект. Если нет, ну, тогда, наверное, будем убирать их из списка, и пускай они тогда будут платить НДС. То есть у нас больше такая работа. Спасибо. Самый главный в целом по зеленой экономике — это откуда у нас будет финансирование. То есть то, что мы соглашение подписали в Глазго, это предусматривает то, что мы полностью нашу экономику в целом будем вставать на новый путь, и получается, мы многие вещи будем пересматривать. И, допустим, даже энергетику, да, и это требует большого финансирования. Откуда у нас будет это финансирование, и не принесет ли нам вред вообще в целом вот это подписание договора в Глазго? Потому что мы, как мы знаем, только развивающаяся страна, не индустриальная. Индустриальным странам будет легче стать на этот новый путь, а нам будет очень тяжело. И вот вопрос, откуда финансирование, и не будет ли нам это во вред нашей экономике? Спасибо. Ну, насчет финансирования, все почему-то говорят про зеленый климатический фонд. Вот прям все, начиная сверху до низу, они интересуются. Но в ЗКФ да, вот там есть определенные ресурсы, он направлен на адаптацию к изменению климата, климатические вопросы, регулировать климатическое финансирование, но там тоже есть свои условия, во-первых. И почему мы говорим, что нам нужно привлекать зеленое финансирование? Потому что он трансформирует именно банковский сектор. Потому что, чтобы получить это финансирование, сами банки должны меняться. Они должны менять свое управление, корпоративное управление. Они должны применять свои стандарты, чтобы не было там туган-тушкан, чтобы это все не влияло на работу, понимаете? Чтобы все было прозрачно и чисто. И надо, чтобы эти все вопросы верифицировали еще, и только потом они будут иметь возможность, да, получать эти финансы. И помимо этого они должны собрать портфель проектов, на которые они должны привлечь финансирование. Допустим, если мы говорим, опять же, про электромобили, то вот сколько требуется на финансирование электромобилей, переведите, ну, 100 миллионов, либо 200 миллионов, на сколько лет, кто будет его получать. Ну, такие, да, вопросы. Насчет вреда экономики, я не думаю, что это будет вред экономике. Наоборот, лично мое мнение, что именно эта стратегия позволит в долгосрочном периоде сохранить то, что у нас есть. Вот самое главное. Потому что имейте в виду, что в ближайшие, может, 100-150 лет у нас не будет такого плодородия, и водные ресурсы очень важные. Вот мы должны как-то их сохранить максимально по возможности. Вот эта зеленая экономика — один из инструментов, механизмов этого достичь. Другое дело, да, может, некоторые заявления, они были чересчур амбициозные, чересчур оптимистичные, потому что достижение углеродной нейтральности без развития, там, допустим, промышленности и так далее, ну, это невозможно. Вы, наверное, про это имели в виду. Да. Ну да, ну, знаете, есть политики, есть популисты, то есть иногда нужно такие заявлять и говорить, но при этом надо как бы тоже адекватно все воспринимать и трезво смотреть на вещи. Спасибо.
Гульнара Джанушалиева, я хотела бы тоже вам задать вопрос как раз-таки по зеленой экономике. В апреле 2002 года было проведено небольшое исследование, и в часы пик замерялось количество автомобилей, которые проезжают по основным трассам Бишкека, и было такое небольшое магистерская диссертация, где описывалось, что 76% автомобилей, где сидит только один водитель, то есть нет пассажиров. И когда они сравнивали, значит, импакт, воздействие, да, вот этой вот зеленой политики, которую Кыргызстан принял, то они также посмотрели, а что же не посмотрели, да, правительство, и они учли количество электросамокатов и электромотоциклов, которые сейчас завозятся в Кыргызстан. И, значит, частные предприниматели активно это распространяют. Если, например, электромобиль – это от 16 тысяч долларов и до 50, да, то электромотоцикл – это практически 100 тысяч сомов, да. Вот они посчитали импакт и сказали, что если пересадить 200 тысяч водителей с автомобилей на электромотоциклы, да, то получился эффект аналогичный тому, чтобы, если бы Кыргызстан ввез около 70 тысяч автомобилей в течение 1 года. В течение 1 года. Понимаете? Поэтому вот такие вот элементы, которые во всех странах Азии активно используются, да, у нас, к сожалению, не так активно. Конечно же, зимой не сильно покатаешься, но в целом мы видим, да, что количество электросамокатов, оно растет, и люди им пользуются. Но это никаким образом не отражено ни в каких политических как бы заявлениях. И еще один элемент, который они также, еще одна работа, с которой мы тоже сталкивались, это ветряки. Сейчас Кыргызстан вслед за Казахстаном, за остальными странами стремятся к ветрякам. А Европа давно уже доказала, что ветряки сами по себе уничтожают природу. Если один ветряк стоит, то в 5 километрах вокруг уничтожаются полностью все насекомые, полностью все живое, да, потому что и птицы там не живут и так далее, потому что они создают вот это вот дополнительные вот эти порывы ветра, которые просто уничтожают насекомых, соответственно, умирают птицы и умирает природа вокруг. То есть такие исследования... Может, тоже разгоняет, не уничтожает? Ну, нет, уничтожают, можно сказать, потому что они механическим образом влияют. И плюс ветряки через 5 лет их надо утилизировать. У Кыргызстана нет возможности утилизировать, так же, как и у Германии. Германия, например, сейчас просто готова вывозить в любую из других стран на утилизацию. Вот эти вот вопросы хотелось бы, чтобы как trade-offs, да, тоже рассматривались в политике. Спасибо. Да, вы правильно подметили. Я вам даже больше скажу. Знаете, зеленая экономика – это не только экономический момент, это еще мышление же населения, это воспитание населения. То есть, если посмотришь в таких странах, где поняли, что необходимо сортировать мусор, они тоже начинают с садика приучать людей, да, с раннего возраста, что эти отходы можно их утилизировать, эти не утилизируются, то есть распределять, да, это только один момент. И во-вторых, знаете, допустим, опять же, если вы затронули Европу, там вы не увидите таких джипов, которые ездят у нас. Вы мне извините, пожалуйста. Это само мышление или что это? Потому что Министерство экономики уже не раз разрабатывало нормативно-правовой акт, где мы предлагали ввести экологический налог на транспорт. Потому что если транспорт там, объемом выше 3 кубов, он должен платить налоги за загрязнение воздуха, да? Это все мы приготовили, мы его вносили в ЖК, но почему-то по непонятным причинам, я не знаю почему, не буду говорить, он дважды отклонялся. 80% джипов ездит на газе. И вот, ну, знаете, газ, не газ, но люди имеют такие возможности покупать, поэтому здесь должна быть некая социальная ответственность, с одной стороны. И не только у населения, но и у руководства, и у законодателей. Спасибо.
вопросом задавали, почему электроэнергия, да, гидроэлектростанции у нас не развивается, потому что, я думаю, требуются большие капиталы, да, и мы можем увидеть, что Кыргызстан импортирует с 3 стран электроэнергии. Еще везде говорят, что капитал воды, да, объем воды очень высоко, да, очень много. И вот чисто мой вопрос, вот гидроэлектростанции и ветровые электростанции, так сказать, какой из них эффективнее, какой из них меньше капитал требует? Ну, если смотреть стратегически, то для нас правильнее будет развивать гидро. Конечно, это же вода, это будущий инструмент, это не просто инструмент, это геополитический инструмент, во-первых. И это еще считается одной из элементов зеленой энергетики. Это один момент. Насчет импорта электроэнергии, ну, смотрите, мы же в летнее время делаем сброс воды же нашим соседям. Именно самый пик, когда им это необходимо, мы даем им воду, да, в этот период. Но взамен мы получаем электроэнергию в зимний период. Такой механизм сейчас работает. Потому что имейте в виду, что если вовремя не подать воду, то это очень сильно повлияет на экономику этих стран, потому что доля сельского хозяйства очень важная. Ну, за водой скрываются очень такие другие игры, которые мы не будем затрагивать. Можно еще спросить, вот, чтобы построить гидроэлектростанции, капитала, да, какие инвестиции? Мне кажется, инвестиции тут трудно, потому что у нас электроэнергия самые дешевые, да, инвестиции больше всего, что получить прибыли, да. Я думаю, нужно взять госдолг и все госдолга отправить, как-то тратить именно гидроэлектростанцию, чем построить там дорогу, которую уже 10 лет не построили, да, или там ТЭЦ новые. Хорошо, вопрос Эффективнее такой, было бы. вопрос такой. Сейчас, если везде свет вырубят, как мы будем жить? Вы ни сотку не можете себя зарядить, ни поговорить не можете, ни почитать не Ну, можете. я поэтому говорю, что эти госдолги нужно тратить именно на гидроэлектростанции. Но с другой стороны, если мы будем поднимать цену на электроэнергию, что будет с населением? Население же противится. Это социальная такая цена на электроэнергию. Это такой очень тонкий вопрос, да, где нужно Это, учитывать. допустим, может, вы так думаете, но если поедете в регионы, допустим, в Джалалабад, на Рын или там на Иссык-Куль, скажете, вот мы поднимем цену, все станут на дыбы. Поэтому нужно перед этим очень проводить кампанию информационную, что это необходимо. Но это уже как бы не наш профиль, да. С моей стороны есть вопросы. Можно я тоже Да. задам их? Позвольте, я предоставлю еще возможность задать вопрос нашим онлайн-слушателям. Мы видим, что поднята рука. Пожалуйста, да, Айгуль Иматова, у вас есть вопрос. Добрый день всем участникам. Я, в принципе, очень внимательно слушала, интересное обсуждение идет. Это на самом деле такой вопрос, который на этом уровне, наверное, не решается. Но я хотела поддержать коллегу, что нужно полностью переходить, наверное, на изменение системного мышления людей. То есть, вот, как мы говорим, зеленое мышление. И начинать нужно это более глобально. Информированность – это в первую очередь и из детских садов, в школах нужно, наверное, это вводить как дисциплины, и студентам тоже. И эта информация должна, ну, как бы, может быть, не просто информированность, но, может быть, и участие, привлечение молодежи, вот, может быть, совместно, чтобы решение проблем каких-то было, опять же, вот с мусором, рассортировка этого мусора, или же там, может быть, возможно, установление каких-то экологических там объектов. То есть, чтобы молодежь это понимала, что нужно делать, и не так просто, как мы любим говорить, обсуждать, и все, на этом закрывается проблема. Вот, ну, конечно, это очень такая актуальная проблема, и много, наверное, исследований было по этому поводу. Я думаю, что в принципе, все собравшиеся об этом знают. Вот, но все превентивные методы, меры, которые правительство принимает, оно на самом деле остается у нас практически
документарно только, да, то есть не все реализуется. И здесь не только нужно как бы ждать, ожидать от правительства, а совместно гражданскому обществу и вот молодежи нужно призывать участвовать. Вот, и у нас есть такие многие примеры, когда молодежь берет в себе, скажем, ответственность для себя по уходу за парками, парковыми зонами, создание, да, вот такой экологической системы. И я думаю, что вот в регионах, может быть, это тоже нужно проводить совместно. Спасибо. Большое у нас вопрос, Эрмек. Я такой небольшой костермаз сделаю вашему Нацбанку. В вашем исследовании упомянули про Бена Бернанке. Он, кстати, в этом году получил Нобелевскую премию, как раз таки по банкам. Насколько я знаю, он является одним из таких очень опытных исследователей в части Великой депрессии. И вот как раз таки там роль банков была очень важной. Почему Великая депрессия произошла, это как раз таки там банковский сектор пошел как домино, да? Вопрос такой. Вы не считаете, что у нас очень много банков для такого рынка? Нельзя ли, или нужно ли их сократить до 10, 11, 12? Спасибо за вопрос. По количеству банков, я думаю, в свободной экономике, в принципе, ну, это лично, возможно, мое мнение. Я не буду выражать мнение всего Национального банка, естественно. Это мое личное мнение. Но я думаю, для небольшой страны, как наша, наличие 22-23 банков – это, возможно, выше средней нормы. Но учитывая, что наша экономика достаточно свободная, и любой предприниматель, считаю, имеет право открывать, и до тех пор, пока у нас не существует каких-то ограничений входа в финансовую сферу, я думаю, все возможно. То есть как таковое я не считаю, что какой-либо регулятор имеет окончательное слово в том плане, что имеет право определять количество банков в системе, вообще в экономике в целом. Спасибо Государстве. Что, Нацбанк почему-то в последнее время больше рекомендует. То есть он как регуляторы больше рекомендуете. То есть вы не говорите банкам сделать так-то, так-то, так-то. Да? У вас же решение больше носит рекомендательный характер. Это подразумевает, что банки могут или не могут. Да? Передам А слово. можно Да. я, наверное, как независимый эксперт, Всё тоже хорошо, всё участник финансов, хотела бы сказать, что, наверное, рынок и конкуренция все определяют. Национальный банк, он, в принципе, поэтапно, если вы замечали и, может, отслеживали, увеличивает уставный капитал. Таким образом, возможно, мелкие банки, финансовые институты или объединяются, то есть цель такова, да, если есть риски, не могут увеличить свой капитал, то возможно объединение или уходят с рынка, да, как мы предполагаем. Но в этом направлении, я думаю, работает Национальный банк. Другой вопрос, что коммерческие банки, они, как уже отметила коллега, имеют право, то есть как любой субъект экономический в рыночных условиях работает, да, по выполнению каких-то определенных требований, норм Национального банка. Если выполняет, то он работает. Вот, Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Времени предлагаю приступить к другим вопросам. У нас еще есть желающие. Прошу вас. У меня по одному вопросу. Первый к Министерству экономики, представителю. Вот потенциал малых КЕСов очень большой, но почему не производство? Причины, можно сказать, не производства или вот так. Слушай, я постараюсь ответить. Да-да-да. Вот исследование по результатам вы показали, что никакие характеристики банка не влияют на учетные ставки, да? Это учетная ставка банка. Не влияет на кредитное решение банков, да, получается?
Ну, это означает ли, что учетная ставка как инструмент, финансовый инструмент не работает в Кыргызстане? У нас? Спасибо. То есть учетная ставка не работает у нас. Хорошо. Насчет малых ГЭС. Я постараюсь ответить, потому что это больше прерогатива Минэнергетики и частично Минприроды. В Кыргызстане у нас есть 250 малых средних рек, где есть возможность, но надо подразделять, есть малые ГЭСы, есть микрогэсы. Это один момент. Есть законы, нормативно-правовые акты по ВИЭ. Кстати, его недавно приняли в новой редакции, я еще его не читал, но там есть в части тарифов на электроэнергию, где нацкомпании должны покупать у производителей ВИЭ по, если память меня не ошибает, за 3,5-4 сомы за киловатт. При таких расценках владельцы, конечно, они окупают свой проект в течение 3-5 лет. При том, что оценочная стоимость 1 мегаватта составляет где-то $750 тысяч. Тогда было. Сейчас я точно не знаю. Почему не развивается? Ну, я так понимаю, что сейчас есть вопросы в части выделения земельных участков, потому что эта система только-только выстраивается. Сейчас только, может, год прошел, потому что могут быть такие казусы, где на одной реке могут быть 10 там этих, да, участков. Но это уже будет, скажем так, не очень эффективно, во-первых. И да, чтобы это все, мне кажется, систему выстроить, нужно время определенное. Это один момент. Другой момент, что когда мы говорим про микрогэсы, один мой знакомый коллега из Минэнергетики говорил, что они неэффективны. Почему? Потому что вся генерация уходит в общую сеть, и там она просто как потери, да, потом считается же. Потому что в советское время потери где-то были в пределах 6-7%, сейчас они чуть больше. Раньше это была расстрельная статья, сейчас уже вроде его списывают. Так, такие моменты есть. Но я думаю, время нужно. Время нужно, чтобы эту систему выстроить. И нужны инвесторы, где все разрешительные документы все будут именно в одном месте, чтобы он не бегал в разные места, а получал все необходимое в одном месте. Это другой момент. И еще очень большой момент, то, что местное самоуправление, айлык-муйты должны тоже содействовать инвестору, помогать ему, не ставить ему препоны, не ставить ему там условия, что надо вот так вот делать, чтобы как-то более-менее и местное население, и инвесторы как бы находили общий язык, да, а не так, что ты пришел, мы и его потом начинаем давить на него. Ну, конечно, кто будет соглашаться? Он приходит с тебя с деньгами, инвестициями, хочет построить, а его здесь начинает непонятные эти с ним делать. Спасибо Такие большое. моменты. У нас 5 минут до окончания сессии. Да. Дадим время Чулпон. Здесь у нас желающие были по вопросу. Прошу с учетом времени, да, пожалуйста. Я сейчас ответит. Да, я отвечу на вопрос. Спасибо большое за вопрос. Я хочу пояснить, что в своем исследовании я изучала, как вот индикаторы монетарной политики, вот наши инструменты Национального банка влияют только в трансмиссии через канал банковского кредитования. А в теории же существует их очень много каналов трансмиссии. Это процентный канал, это балансовый канал, их очень много. И вот в части канала банковского кредитования, когда мы рассматриваем, как вот наши инструменты влияют на предложение кредитных ресурсов коммерческими банками, как вот наши инструменты влияют на это предложение. Процентный же канал, он работает через спрос на предложение, поэтому нашу учетную ставку, я, естественно, не могу сказать, вернее, это будет неправильно говорить, потому что наши инструменты мы тоже точно так же можем рассматривать и в других каналах трансмиссии, поэтому только вот в части моего, да. Вот, а вообще результаты, они соответствуют реалиям. В литературе просматриваются такие результаты, особенно в
странах с неразвитым финансовыми рынками, неразвитым межбанковским рынком. И также в последних исследованиях изучается влияние денежных переводов. Вот в странах с большой зависимостью от экономики от денежных переводов слабая очень трансмиссия денежно-кредитной политики. Поэтому Вопрос у нас есть? Благодарю. Данный вопрос скорее будет больше дискуссионный, потому что у нас, как известно, зеленая экономика, она создана в основном для улучшения экологической обстановки, помимо экономической. Вот. И помимо именно улучшения технологий и так далее, очень открытым остается вопрос, как раз-таки благодарю за вопрос предыдущий это Айгуль Куматовой, о том, что о нравственном воспитании людей. Вот. Но все-таки данный момент остается очень открытым, потому что информационное, как это сказать, образование общества в данном вопросе, оно слишком низкое, к нему больше подходит так аморфно, с историями со стороны, где-то на мало конференциях, но большинство населения мало информировано о том, как это важно. Также такой момент хотел затронуть, как именно пассивное улучшение экологической обстановки, а именно которое проявляется в архитектуре города, которое проявляется в оформлении и так далее. Как мы знаем, у нас есть зеленые насаждения в городе. Давно обсуждался такой момент, что в Бишкеке еще во времена СССР было куча зеленых насаждений, которые улучшали экологическую обстановку, очищали воздух. Постепенно урбанизация города и его изменение его архитектуры, количество зеленых этих насаждений резко сократилось, что в целом ухудшает экологическую обстановку ввиду там сильной плохой продуваемости. Это хотел еще затронуть на тему розы ветров в городе с архитектурой, но сейчас, наверное, уже не успею. Вот, поэтому помимо, хотелось бы спросить, есть ли возможность обратить внимание именно на такие пассивные и, наверное, в рамках страны мелкие, но стабильные моменты, как улучшение именно архитектурного плана, а именно высадки зеленых насаждений и более улучшенного ухода, так скажем, за ними, потому что мы замечаем, что у нас деревья засохнут, то они в аварийном состоянии, их спиливают, но засаживают явно мало, на мой сугубо непрофессиональный взгляд. Вот. Но самый основной вопрос – это именно о введении именно нравственного больше обучения, о подходе к зеленой экономике, потому что если мы возьмем другие страны, в них что в школьной программе, что по направлениям, что по лекциям обсуждают вопрос именно улучшения отношения к природе, к каким-то моральным ценностям к этому. И есть ли возможность как-то развивать это более обширно, больше, чем сторонне? Спасибо большое. Возможность еще одного вопроса, а вам, может быть, уже после завершения сессии тогда, если будут комментарии со стороны коллег. И последний у нас вопрос из аудитории. Национальный банк. Можно, да? Какой комментарий вы можете дать Центральному банку Турции? Как мы все знаем, в данное время Центральный банк Турции снова снижает учетную ставку, а это привело к гиперинфляции. И второй вопрос. Если не ошибаюсь, в 2020 году Центральный банк Кыргызстана поднял учетную ставку для того, чтобы остановить инфляцию. И какой результат? Спасибо большое за вопросы. Я предлагаю тогда обсудить это во время перерыва, поскольку не напрямую затрагивают доклады. Спасибо всем большое за участие. В заключение хотелось бы отметить, что вот в Министерстве экономики вы видите, какой повышенный интерес к зеленой экономике. Вам успехов в вашей дальнейшей работе, возможно, даже усиление информационной какой-то кампании. Для наших докладчиков Чолпон и Салима вам успехов в завершении ваших очень интересных и полезных исследований. Если будут какие-то пожелания, комментарии у всех, то докладчики отметили, что они будут только рады вашим комментариям, вопросам дополнительным. Всем спасибо. До свидания.